Добрый день, дорогие друзья! Рада вас приветствовать. Меня все же зовут Илона Тирсе, вы со мной уже давно знакомы. Я клинический нутрициолог, травница, фитотерапевт, преподаватель и много лет сама собираю травы, подбираю индивидуальные сборы, э, также провожу консультации и о профилактике здоровья, также и о разных травах. Сегодня я с вами хочу поговорить о такой теме, как 9 шагов к здоровой профилактике. Сейчас очень много об этом говорится. Профилактика здоровья, долгожительство, антиэйджинг, омоложение. Ну, можно сказать, что все, которые как бы в теме, они об этой теме вещают. Ну что же это такое профилактика здоровья? Мы, конечно, слышали о сне, мы слышали о физической нагрузке, мы слышали о хорошем питании, но давайте как-то сгруппируем, что же это такое, к чему нам нужно стремиться, чтобы все-таки дольше сохранять свое здоровье и качество нашей жизни. Это самое главное. И как я всегда говорю на лекциях, зачем жить долго, если эта жизнь некачественная? Мы хотим жить дольше, но сохранять свое качество жизни. Мы хотим путешествовать, читать книги, мы хотим быть в движении, и в таком смысле сохранять свое здоровье, чтобы у нас не было хронических заболеваний, мы могли улыбаться, мы могли передвигаться, мы могли читать книги, у нас сохраняются когнитивные функции. Это все о хорошем здоровье, и это все о профилактике здоровья. Но какие же это шаги, которые мы можем сгруппировать, и какие желательно внедрять в свою жизнь, чтобы они были как бы основополагающимися. Э, Конечно, первый шаг– это очищающее питание и правильная вода. Можно сказать, если человек так питается, то плюс 5-10 лет к активной жизни. Чистая, структурированная, щелочная вода, хорошее питание из экоферм. Улучшается, конечно, работа абсолютно всех систем организма. Также улучшается сон. Можно сказать, и омолаживается наш организм, поскольку через еду, это основа основ, мы получаем разные микроэлементы. Нельзя употреблять какие-то БАДы, сначала не пересмотрев свое питание. Питание– это основа. Только тогда, когда мы пересматриваем свое питание, что мы кушаем, как много мы кушаем, как часто мы кушаем, мы можем сделать выводы. К сожалению, сегодняшний человек очень много кушает, очень поздно кушает и кушает не вовремя. Так можно сказать о еде нашего человека в 21 веке. И это основа основ, которая все-таки в долгосрочном времени ухудшает наше здоровье. Задайте себе вопрос, как вы питаетесь, потому что нет одной правильной диеты. Есть то, что хорошо как раз вам в тех обстоятельствах, в которых вы живете, в том поясе времени, где вы живете, у вас тепло или у вас холодно. Это все имеет значение. Поэтому первый шаг, конечно, если еще вы этого не сделали, пересмотрите свое здоровье, начинайте с какого-то дневника питания, записывайте, что вы кушаете, фотографируйте, что вы кушаете, и хотя бы начиная с недели сделайте анализ, что присутствует в вашей еде. Есть там свежие продукты, овощи, фрукты, или там только какие-то переработанные продукты. Это первый шаг, это основа основ. Второй шаг.
Конечно, физическая активность, и тут мы и добавим здоровый сон. Это умеренные и интенсивные физические нагрузки, чтобы они менялись, они были аэробные и анаэробные, и растяжения, и какие-то силовые. Важно, чтобы эта физическая нагрузка была сбалансированной, опять индивидуально для вашего организма. Если у вас есть физическая нагрузка, у вас правильно движется кровь и лимфа, у вас нет никаких застоев, у вас улучшается выносливость, работоспособность тела и также ума. Если вы делаете физическую нагрузку, то это и влияет на наши интеллектуальные способности. И, конечно, снижается развитие сердечно-сосудистых, онкологических и многих других заболеваний. Это вторая основа, второй фундамент. Главное найти такую физическую нагрузку, которая вам в радость, которая вам нравится, потому что есть, например, люди, ну, которые в жизни не пойдут в бассейн. Им просто это не нравится. И нельзя сказать, что тогда у них не будет физической нагрузки. А они, может, любят ехать на велосипеде, и они счастливы, когда могут выехать на велосипеде. Другие любят скандинавскую ходьбу, уйти куда-то далеко и надолго. У каждого свои предпочтения. Главное не смотреть на других, а посмотреть на себя, что вам нравится, что вы хотите делать, потому что делать нужно, в принципе, каждый день. Утренняя какая-то зарядка, потом хотя бы 3 раза в неделю уже что-то подлиннее. Поэтому пересмотрите свою жизнь и посмотрите, сколько физической нагрузки в вашей жизни. И начните хотя бы с прогулки в субботу, воскресенье. Не сидите на диване, не езжайте в супермаркет, а поезжайте в лес. Там будет хороший воздух, там будут ваши физические нагрузки, вы будете гулять, и можно гулять долго. Желательно немного как бы в таком быстром темпе, чтобы вы почувствовали все свои органы, что они у вас есть, что они движутся. И начните внедрять, если еще это не сделали, в свою жизнь, значит, физические нагрузки. Третий шаг — это, конечно, в профилактике хотя бы 1 раз в год сдать анализы вашего текущего состояния и посмотреть, какая у вас точка А, какие у вас главные показатели, в каком состоянии. Может, где-то что-то не совсем в норме, тогда нужно побольше внимания обратить на эту сферу. Ну и, конечно, вы будете и понимать, как чувствует себя ваше тело. В дополнение к простым анализам крови можно 1 раз в жизни сдать генетические тесты и посмотреть свои особенности, где у вас как бы слабое звено, и тогда опять сделать профилактические инструменты, которые подобраны только для вас, для вашего какого-то изменения, чтобы эти сбои держать, как говорится, в узде, и чтобы они себя не проявляли. Дальше четвертый шаг. Конечно, отдых, природа, музыка. Что-то такое, когда, как говорится, отдыхает душа, когда душа радуется. Это, конечно, еще и умение правильно отдыхать и восстанавливаться. К сожалению, большинство людей не умеют отдыхать. Им все время нужны какие-то шумы. Они не могут находиться в тишине и послушать тишину. Если вы живете в шумном городе, то тишина, она очень редко. Но если вы выбираетесь на природу, сняли какой-то домик, посидели у костра, походили мимо речки,
сделали, может, какое-то длинное путешествие в горы или просто по лесу, это очень хорошо восстанавливает. Вообще уже многие и, м, простите, многие ученые, многие люди, которые в теме долгожительства, они все говорят, что мы дожились до того, что, в принципе, единственная опора, которая у нас осталась, это природа. И природа то, что может нам помочь, она может нас релаксировать, она может нас восстановить. И если мы чаще обращаемся к природе, то это очень большой инструмент. Особенно надо сказать, что поездка к природе– это не особенно дорогой профилактический вариант. Например, если сдать анализы, такой большой комплектик, то это почувствуется финансово. Но если поехать погулять по лесу, то это не настолько финансово затруднительно, но очень-очень восстановительно. Это дает вообще абсолютно другое качество жизни. Конечно, учитывая ваши истинные ценности, радости, радуетесь ли вы вообще природе? Слушаете вы птиц? Слушаете, как ветер у вас в ушах играет свои танцы? Нравится вообще вам сидеть у костра? Это все, конечно, имеет значение, но природа очень благодарна, что мы к ней обращаемся. Ну и я много лет дружу с природой и могу вам однозначно сказать, что когда очень плохо или когда ты очень уставший и у тебя нет уже никаких ресурсов, то когда ты погулял по лесу, ты восстанавливаешь, у тебя появляются новые мысли, проблемы не кажутся такими большими и находится и решение. Э, У нас, когда мы на природе, у нас балансируются положительные и отрицательные ионы также. Мы можем перезагрузить свои мозги и наше мышление. Ну и, конечно, природа не единственный способ отдыха. Мы можем слушать какую-то любимую музыку, которая нас расслабляет. Мы можем заниматься какими-то творческими активностями, которые тоже нам дают ресурс. Мы можем хорошо проводить время с семьей, с друзьями, но главное, чтобы это был такой полноценный отдых, не с гаджетом в руках, а без телефона, без планшета, без каких-то рабочих вопросов, а просто такой благодатный отдых. Подумайте, когда вы последний раз так хорошо отдыхали, когда вы были в лесу или у моря, когда вы послушали тишину. Шаг пятый– это разные суперфуды, это разные БАДы. Но, как я уже сказала, если мы не посмотрим на свое питание и не разберемся в нем, то никакие баночки золотого цвета и никакие самые лучшие суперфуды нам не помогут. Э, Суперфуды и биологически активные добавки, поэтому они и добавки, которые мы добавляем, но основополагающие это к своей еде. Конечно, мы можем помочь своему организму, но тут тоже главное, чтобы эти продукты были качественные, чтобы мы знали их происхождение, и чтобы мы не сделали хуже, например, принимая какие-то еще БАДы. Тут очень важно сказать, что нужно все-таки подбирать это все индивидуально. Тут, конечно, можно внедрять и лекарственные растения, которые дополняют нашу пищу, но тоже нужно знание, нужно понимание, что вы кушаете, для чего вы кушаете. Также, если употребляются лекарственные растения, то где вы их собираете? Это должно быть чистое место. Если вы у кого-то покупаете, то вы должны познакомиться с этим человеком и послушать, какие у него ценности, где он эти травы собирает, как он к ним относится. Это все имеет большое значение.
Дальше шаг шестой. Это, конечно, детоксикация. Но это детокс не только тела от мусора, но и очищение нашего ума. Ну, тут есть разные способы. Это может быть какое-то периодическое голодание, это какие-то противопаразитарные, противогрибковые схемы, но тоже очень индивидуально. Ментальный баланс, конечно, еще важнее. Это можно говорить о том, есть ли у вас дни, когда вы живете без гаджетов, без этого информационного шума. Желательно хотя бы один раз в неделю, когда у вас свободный день, и когда вы выключаете телефон, вы не думаете о работе, вы никому не звоните, вы не смотрите какие-то фильмы или новости, а вы живете без информационного шума, и помогаете своим мозгам хотя бы немножко отдохнуть. Конечно, есть разные схемы детоксикации тела. Это уже тоже каждый подбирает индивидуально. Шаг седьмой. В наше время очень важны разные дополнительные практики. Это массажи, это применение остеопатии, это бани, закалывание, да. Ну, каждый опять смотрит то, что ему нравится, что ему приемлемо. Есть люди, которые регулярно ходят к массажисту в виде профилактики или к остеопату. Очень много людей раз в неделю ходят в баню, такую настоящую, с веником. Много людей уже купаются в проруби, обливание, закалывание. Ну, процедуры бывают очень разные, но это все повышает нашу стрессоустойчивость. И в этих практиках укрепляется наша нервная система, ну, которая очень-очень как бы нехорошо себя чувствует в наши дни, когда у нас так много разных гаджетов, разной информации, стресс у нас каждый день. Это все, конечно, организм чувствует. Когда мы очень тщательно подбираем своему организму какие-то такие профилактические практики и делаем это опять регулярно, то наше тело нам скажет спасибо. Опять же, это профилактика, чтобы не развивались разные болезни, сердечно-сосудистые, да, и другие. Это мы хорошо улучшаем и нашу костную систему, когда мы можем сходить к массажисту, например, или остеопату, или кинезиологию принять. А, Это все улучшает и кровообращение, и становится организму легче и лучше. Он потом опять следующую неделю может идти и делать свои добрые дела. Дальше, конечно, у нас шаг восьмой. Это социальное общение и развитие нашего мозга. Мы социальные существа, и нам очень важно, чтобы было это социальное общение, дружба. Это не только отдых. Отдых это одно, но когда мы коммуницируем с людьми, которые думают так же, как мы, нам с ними интересно, или мы, например, э, какие-то кроссворды решаем, мы учим какие-то языки, мы разбиваем свой мозг и свои когнитивные функции, то наш ум может функционировать на полной мощности. И, конечно, у нас повышается эмоциональный интеллект, ну и, конечно, укрепление и семейных связей, и дружественных связей, да, то, что это очень важно в нашей жизни. И потерялся у нас шаг девятый. Это было про медитацию.
и правильный воздух, правильное дыхание, такие дыхательные практики, которые тоже ну, для долгой качественной жизни. Вообще чистый воздух и ионный баланс — это очень-очень важно. Это спокойствие, это гармония ума и психики, это высокая способность концентрироваться, и, конечно, навык быстро восстанавливаться. Сейчас очень много разных дыхательных практик. Многие люди занимаются просто медитацией. Это опять про тишину, это опять про то, что вслушаться в себя, что же я чувствую, что же я думаю, как есть на самом деле. Вот такие 9 основательных шагов, которые должны быть в жизни каждого человека, чтобы наше бурное время мы могли сохранить свое физическое и ментальное тело. Подписывайтесь на телеграм-канал, там разные темы и про здоровье, и про травы, и будем вместе разбираться в этих вопросах. До новых встреч, дорогие друзья!